В апреле этого года мы отправились на съемки приемных семей в Абыйский улус. Для нас эта поездка была впервые, и состоялась она благодаря гранту, выигранному в конкурсе Фонда президентских грантов. 3 часа полета над белоснежными вершинами, и мы в поселке Белая гора. В Белой горе нас ждала встреча с 2 приемными семьями. И сегодня мы побываем в гостях у Татьяны Иннокентьевны Атласовой. 5 лет она воспитывает 2 детей – 13-летнюю Индиру и 14-летнего Сандала. Я работаю в детский сад «Кораблик», помощник воспитателем. Я с приемной семьи с 22-го. Я их взяла под опекунством с 18-го года. Потом стала приемной семьей. Первый год, конечно, мы обращались к психологам. Трудно было Сандалу. Он даже не понимал, что это уже матери нету. Потом уже через год, по-моему, уже этого стало нормально уже. Понимал, уже мы здесь объяснили. Психологом ходила детский, вот туда социальным. Месяц почти ходили. И вот все помогли. Вот дальше он учился. Начальный класс закончил здесь, и 5 класс тоже учился. Потом 2-й год уже в Чурапче там учится в спортивной школе по вольной борьбе. А так трудностей не очень-то. Конечно, она маленькая была, тоже даже недопонимала была, что-то как. И со временем мы прошли эти трудности. Сейчас уже нормально, все отлично, да? Дира, расскажи, что ты делаешь? Алмазную мозаику. Пони, покажи. Я делаю такую алмазную мозаику пони. Ну, как бы это мне легко делать. Вначале я затруднялась, делала неправильно, но потом мне бабушка объясняла все, и потом мне стало легче делать это. Она мне учит шить, готовить, рисовать иногда там учила. Ну, мне это затрудняется рисовать, но иногда могу что-то нарисовать. Играть-то времени нету. С 8 часов уходит, и до 7 вечера я ее не вижу. Все дополнительные занятия, музыкальная школа. Те приходят, потом уроки делаем, поужинать. Быстро-быстро. И давай. Сидит за уроком, домашнее задание делает. Индира пригласила нас посмотреть, как проходит занятие в хореографическом классе детской школы искусств. Здесь, в классе хореографии, Индира занимается уже 5 лет. На занятия она приходит ежедневно, вместе с подругами постигая азы танца. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Занятия танцами – это ежедневный труд, приносящий радость от приобщения к миру хореографии. Успехи и увлеченность танцами – огромная заслуга преподавателя детской школы искусств Иванны Михайловны Винокуровой. В 2022 году наша школа отметила 50 лет. У нас есть ансамбль детский хореографический с 2013 года. Мы выезжали в Китай, город Москва, Владивосток. В Китае мы получили гран-при. Во всех этих конкурсах, международных и российских конкурсах, дети мои занимают первые места. Дети очень любят заниматься. Индира у меня поступила 2018 года. Мне нравится танцевать. Я хожу сюда 5 лет. В этом году я заканчиваю.
Детская школа искусств в поселке Белая гора – обладатель многих наград. Так она является лауреатом Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» и других престижных наград. И очень радует, что для детей в далеком арктическом поселке есть возможности для всестороннего развития. Наши герои, приемная семья Атласовых, показали нам свои успехи и достижения. Татьяна Иннокентьевна гордится грамотами Индиры, ее успехами в учебе. Особая гордость – спортивные победы Сандала в вольной борьбе. Он всегда занимает первые и вторые места и в будущем, возможно, станет успешным спортсменом. А еще Татьяна Иннокентьевна показала нам картины из алмазной мозаики, которые они сделали вместе с Индирой. Северная природа и красоты Арктики – тема каждой работы Татьяны Иннокентьевны. Татьяна Иннокентьевна и Семен Алексеевич, несмотря на возраст и скромные жилищные условия, приняли Индиру и Сандала на воспитание, не дав им попасть в центр, и сохранили для детей радость и счастье жить и воспитываться в семье. В Алданском центре помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывается 66 детей, и каждый имеет статус на устройство в семью. Почему-то родители неохотно берут деток у нас в центр, потому что в основном все родители хотят маленьких детей, то есть там от 0 лет, но в основном у нас, конечно, детки старшего возраста, поэтому здесь у нас возникают, конечно, небольшие проблемы по устройству детей в семьи. Допустим, в том году был слет приемных семей, в которых мы участвовали, и согласно, конечно, это благодаря, можно сказать, этому слету, мы устроили деток в семьи, то есть пообщавшись с приемными родителями, они изъявили желание приехать к нам в центр и уже на месте определиться с детками. Вот так вот мы устраиваем деток в семьи. В 2021 году у нас только 2 ребенка были возвращены в кровные семьи, но работы мы производим. Тут идет маленькая, проблема в том, что детки в основном у нас с Якутска, с отдаленных улусов. То есть работу, конечно, мы ведем дистанционно с родителями по снятию ограничения, по восстановлению в родительских правах. Алданских семей у нас практически нет, которых деток поместили нам с Алдана. Поэтому, конечно, процент такой у нас не очень хороший возврата в кровную семью. Устройство зато детей у нас в 2021 году было 16 деток, и в 2022 году 26 мы отдали в семьи. Такая, я не знаю, пожелание или просьба, чтобы слет приемных семей проходил как можно чаще. 1 раза в год, я считаю, что этого недостаточно, потому что это живое общение. Мы разговариваем с приемными семьями, мы показываем фотографии наших деток. На этом слете родители очень так интересуются нашими детьми, поэтому пожелание, чтобы, конечно, данный слет проходил почаще. По возможности, может быть, 2 раза в год. Мы бы с удовольствием в нем участвовали. Тогда это для приемных родителей как бы. А в чем нуждаетесь вы как специалисты? В каких тоже мероприятиях, может, повышение квалификации или тренингах? До чего вам не хватает? Раньше, конечно, до пандемии это было намного чаще. Минтруд также приглашал нас и на повышение квалификации. И был опыт обмена, то есть мы были в разных детских домах, в разных центрах сейчас, и был обмен опытом именно живым опытом. Этого, конечно, недостаточно. Такое пожелание, чтобы это опять было. Знакомьтесь, Богдан. Мне 13 лет. Я интересуюсь военной техникой, разными компьютерами, техникой, еще
Ну так, мне много есть много занятий, которые я могу перечислить, но перечислять я буду долго. А что бы хотел научиться делать? Я бы хотел бы научиться научиться программировать, строить свои модели, делать рукодельные изделия из дерева, металла. Сейчас выпиливаю контур, потом начну обрабатывать напильником, края дам ему объемность и начну клеить в нем форму. Богдан, а ты вот это сам решил делать, да? Да. А что ты еще умеешь делать? Опаивать предмет, разные приборы от микросхем, припаивать провода, наводить консольные команды на компьютерах. Хорошо разбираюсь в технике. Богдан многое умеет. Ему скоро исполнится 14 лет, и он уже строит планы на будущее. Я хотел бы быть артиллеристом, потому что с военной техникой я тоже дружу, много знаю, занимаюсь, служу в юной армии, учусь, занимаюсь, познаю много нового. Богдан хочет обрести семью, опору и поддержку в жизни, и было бы здорово, если бы его мечты исполнились.